Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Привет! Сегодня я и Аишка. Побежали? Мы с Аишкой едем в развлекательный центр отдыхать, да? Аишка у меня со вчерашнего дня в гостях, и мы сейчас едем отдыхать. Поехали! Такси нас уже ждет. К сожалению, сына моего нет дома, на работе. Мы с Аишкой поехали. Поснимаю там вам. Аиша. Так. Аишка побежала. Аишка тут в этом развлекательном центре себя как дома чувствует. Подожди меня! Все, ускакала коза маленькая. Ну, он уже внизу. За ней не уследишь. А еще не работает. Аиша! Салсалкор замияв. Ну чё ты? Акалихи. Там меня подождешь, хорошо? Акалихи. Ачхахли, мама, акалихи. Акахатмия лаю, хорошо? Акалихи. Хорошо? Осторожно только давай. Пока.
покажи. Туда повернись. Туда повернись. Ах-я, мама, не ха-я. Ой, какая красивая у нас сегодня Аишка будет. Ух ты. Аиша, отмечай дохлый. Или? С Богом бежать, Аиша. Она не крутится. Ой-ой-ой-ой. А я вот она не крутится. Пойдем. Аиша, елос. Аишка, считай вперед. Только чупа-чупсами не бегать, сядьте. Ваш пикер. Сядьте там. Макдональдс, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У меня такое, можно сказать, экстренное подключение, да, общалась по телефону, не снимаю опять несколько дней, у меня такой творческий кризис всегда, как я всегда говорю, возникает. Думала, сейчас все приберу, все нормально, начну снимать, нет, времени все-таки мало, поэтому у меня все в процессе, по-моему, видно. Только что перемыла посуду. Сейчас уже 12 час дня. Но и телефон, и общение, и чай, короче, все вместе. И подготовка к своему заказу. У меня, как всегда, заказ. Так, девочки, наверное, у меня немножко грязная панель, потому что я сегодня не убирала. И вчера как-то не генералила. Вчера я, как раз вы видели, была с Аишкой... отдыхать. Мы ездили с Аишкой, короче говоря, я вот так вот с вами буду общаться и понемножечку делать свои дела. Так, у меня сегодня тоже опять голубцы на заказ. Есть небольшой заказ еще полуфабрикатов. Но вчера мы приехали, с Аишей погуляли. Вчера, правда, я сделала 3 килограмма пельменей. Аишка уже уехала. Вчера еще сын мой отвез ее домой. Как раз Мадина была у свекра здесь, туда отвезли, она недалеко, прямо на можно сказать, почти на нашей улице. Так что вот такие вот дела, друзья. Погуляли, я обещала Аишке, что я ее отвезу погулять без малышей. Так, что дальше? Замочила себе орешков. Так, мне придется одеть очки, я не вижу. Так, вот так вот. Ибрагим, правда, бывает недоволен, когда я снимаю так камерой. Это кешью. Я их замочила, потому что все орешки, говорят, нужно замачивать, друзья. Но это мне еще давно сказали. Поэтому поставила замачивать их. У меня тут варится... Видно? У меня тут варится гороховый суп на обед. Тут я бланшировала капусту. Сейчас тоже поверну. Ой, что это? Вот, все идет в процессе, друзья. Там вот, видите, у меня такой вот творческий бардак, можно сказать. Тут я замочила нут. На завтра уже будем делать, вот, по-моему, видно. Будем готовить из нута. Все, я вам буду потихонечку рассказывать. Так, дальше что? Теперь я опущу камеру, наверное. Так, что-то мне действительно такая камера плохо снимает, я вижу. Не зря мне, или я испачкала. Видимо, я пальцем испачкала. Так, короче говоря, как я сказала, будем делать заказ. Сейчас мне нужно переворачивать, пока камеру не хочу. Мне нужно поставить варить рис.
для голубцов. Капусту я уже отварила. Теперь вот такой вот стакан риса у меня идет на килограмм фарша. На интерес взвесим, чтобы вам точно сказать, сколько здесь грамм. 150 грамм, как я всегда говорила. Так, я его сейчас быстренько промою и поставлю варить. За это время, пока варится у меня рис, так, меня не видно. Пока варится у меня рис, я быстренько уберу кочерышки с капусты. У меня заказ готовых голубцов. Мне их нужно еще отварить. Поэтому я даже боюсь, что я немножко могу опоздать. Так, давайте-ка я, наверное, переверну камеру все-таки. Мне будет немножко удобнее. Так, это у меня мясо. Оно чуть-чуть подмороженное. Я вчера с вечера вытащила для того, чтобы сделать сегодня манты. Ну так, про запас как бы, да. Но поступил заказ, как раз мне пригодилось. Ну ничего, оно уже почти отмерзло. Так, что дальше? На обед, как я сказала, у нас будет гороховый суп. Но суп не на бульоне, а просто так. На водичке. Овощной будет суп. А ну, на второе, у меня там вчерашняя курочка. Я вчера жарила курицу. Будет вчерашняя курочка. Осталось у нас не все съели. Так, теперь быстренько подготовлю капусту. Сейчас, минуточку. Так. Я всегда говорю, что я по старинке бланширую капусту. Не знаю, мне вот не нравится замороженная. А микроволновки я, честно вам признаюсь, я даже не пробовала. Поэтому, как всегда, по старинке. Никто не жалуется, всем нравятся мои голубцы. Поэтому как-то так. Так. Ну, они сварятся быстро. Полчаса, и они готовы. Просто капуста зимой очень жесткая, конечно. Но я ее хорошо пробланшировала. Она не бывает жесткой. Только вот не знаю, килограмм фарша мне хватит. Но у меня есть еще немножко. Так что если вдруг даже не хватит, то еще немножко размороженное, я имею в виду. Так-то я уже купила 10 килограмм мяса. И пропустила через мясорубку и положила в морозилку. Было все готово. У нас холодно, прям как будто бы зима. Сегодня сын мой говорит: почему у нас так холодно? Я говорю: да вроде бы еще зимний месяц. Февраль обычно бывает даже холоднее у нас, чем январь, чем декабрь. Но уже все равно близко весна. И, друзья, в действительности я вот хотела, прям смотрю, слушаю про Турцию. Столько жертв, такое землетрясение. Это, конечно, очень жутко, очень как-то вот не по себе даже, что вот столько людей погибло, детей. Просто приношу соболезнования всем им. Такие катаклизмы, конечно, очень страшно. Но в наших руках ничего нет, просто помолиться за них и все. Но очень страшно, действительно. Страшная трагедия. Так. Я сейчас сделаю зажарочку еще немножко. Морковку почистила. Делов много. Хочу с Джабраилом тушенку сделать из... У меня еще вчера, нет, не вчера, врать не буду, позавчера я сделала снова ревизию в своих морозильниках. Давно нужно было сделать, разобраться, что-то так, что-то как там. И в холодильнике в другом большом, у меня тоже морозильник там большой,
который раньше у меня тут стоял на кухне, серый. И в этом холодильнике, большой морозильник, там тоже нужно было разобраться. Короче, все там разобрала, все достала. И нашла там уточек, гусей, которых еще, по-моему, где-то в октябре, по-моему, я их закладывала туда. И их нужно обязательно с ними что-то делать. Но они долго лежали в холодильнике, в морозильнике, вернее. Мне не хочется просто так их готовить. Хочу их именно сделать тушенку. Может быть, кашу какую-нибудь. Ну, в смысле, тушенку, кашу. А может быть, просто без каши. Ну, посмотрим. Так, поставлю сковороду сразу большую. Так. Налью масло. Я знаю, что меня не видно, но я сейчас наливаю масло в сковороду, пока буду резать лук да морковку, чтобы оно разогрелось хорошо. Так. Так. Лук я еще с вечера почистила. Когда есть время, я на утро его чищу, потому что если даже нет заказов, то хотя бы немножечко я делаю полуфабрикаты. Манты, вареники, пельмени, что-то одно из этих. Так. Ну, вот так вот крупненько порежу лук. Это будет как бы подложка. И внизу будет она, и сверху немножко подолью. Морковки можно было бы побольше, но у меня, к сожалению, ее нет. И сейчас куда-то идти покупать тоже некогда. Завтра, наверное, на рынок съезжу и куплю. Ибрагима утром отправила. У меня тут с газом кое-какие ну, не проблемы, а нужно решить документы, все такое. Короче говоря, у меня до сих пор не было газового счетчика. Нам рассчитывали по квадратам, по числу проживающих. Как-то не получалось. Когда они приезжали, и тут у нас было такое, что они бесплатно ставили счетчики, почему-то мне не смогли. 2 раза приезжали, они не смогли установить. А теперь мне приходится даже платить. Купила счетчик, по-моему, ну, врать не буду, мне сын его покупал, по-моему, 5-6 тысяч. А теперь еще и надо разрешение на установку счетчика, разрешение на... Ну, короче, всего, я не знаю, документы, волокита документная. И послала Ибрагима разбираться с этим. Он поехал с утра, поэтому сейчас и в магазин отправить-то некого. Но чувствую, мне самой придется, потому что для супчика у меня нет моркови. Да. Маша, Даша говорит. Нет, сейчас нет, у меня корова не доится. Угу. Ой, ну это уже после весной только, я не знаю, когда это будет. Давай. Так. Хотят меня творог купить, вы, наверное, слышали, я не стала отключаться, друзья. Но моя корова еще и не собирается пока телиться. Не знаю. Я хочу в этом году по-любому постараться поменять свою корову. Купить другую, чтобы она у меня привыкала к стаду. А то моя корова никак не может привыкнуть к стаду, друзья. И для меня создается большая проблема. Потому что она так просто ходит.
Ну и иногда может забежать кому-то во двор, и это мешает, я их понимаю. У самой бывали всегда эти проблемы, что чужой скот заходил во двор. Ну, когда у меня не было ограждения, не было ни забора, ни ворот. Сколько они меня всего поели тогда. Ну, эту корову мы старались, чтобы она привыкла, водили втроем даже ее стерегли, почти месяц приучали. Но она привыкла прям с маленького, как теленок маленький. Просто так на выгуле. Здесь же раньше, когда мы приехали сюда жить, практически не было домов, и никому не мешал ни скот, ни птица, ничего не мешало. Мы могли свободно их выгуливать просто так. Но вот она ни в какую не привыкает к стаду. Поэтому надо ее менять. Да и одна дойка у нее, даже две дойки. Одна полностью у нее у меня пропала. Вторая тоже чуть-чуть меньше только. Хотя, в принципе, она вот дает даже намного лучше молока, чем обычная корова, даже вот с такими вот дойками. Так, обычно я пошире их режу, но сегодня за счет того, что у меня моркови не так много, я ее вот так вот потоньше сделаю. Вот так вот. Вот этот рифленый нож делает очень красиво, режет. Смотрится красиво. Так. Надо мне в больницу еще съездить. Может быть, завтра съезжу. Хочу сдать анализы, друзья, на витамины все, которые нужны. Поеду в мою клинику в Сафино. Заодно и к своему врачу подойду. Но у меня нет никаких, машалла, никаких проблем на данный момент с здоровьем. Все нормально. Но хочу сдать анализы, потому что, сами знаете, я 3 месяца была на правильном питании. Я принимала таблетки все, ну, витамины, которые мне Галя присылала. Так что мне не кажется, что у меня там какой-то авитаминоз может быть или что еще. Но все равно, потому что я их продолжаю принимать, витамины, мне все-таки решила посмотреть, чего мне не хватает, а может чего-то слишком много уже и не надо принимать. Поэтому как-то так. Так, рис уже почти готов, до полуготовности отварила. Сейчас промою его. Так, я надеюсь, что-то здесь видно, хоть камеру переставлять нет времени. Так, вот он пока стечет. Так, что дальше? Лук. Сейчас я в блендере перебью лук. Значит, на килограмм фарша у меня где-то 300 грамм лука я добавлю. Кто-то жарит, обжаривает лук, морковку в голубцы. Я не делаю этого. Я всегда кладу сырой лук и делаю зажарку. Ну, вот как раз вот этот вот весь лук и пойдет туда. Здесь чуть-чуть больше 300 грамм. Так, я его в блендере перебью. Так, все, уже пора и морковочку сюда кидать. Если бы кто-то снимал, было бы интереснее, конечно, чтобы было видно все, что я тут делаю. А то меня сейчас не видно. Ну, сейчас я переведу камеру. Вот так вот. Так. Размазала. Ну, я вам говорила, что сегодня я нормально не чистила, подключилась. Так что, если что, это я просто сейчас тряпочкой прошлась, еще не чисто. Я надеюсь, вы закроете на это глаза. Так, и шумит у меня вытяжка. Все, это дело обжаривается. Пока немножко. Так, горох почти готов. Ну, супом я буду заниматься потом. Сейчас я быстро перебью в блендере лук. Так, это я разбила яйцо, когда мыла домашнее яйцо.
Все. Так, и, друзья, я знаю, что некоторые мои подписчики не любят, когда я говорю о правильном питании, да? Ну, с марафона я сошла уже, 3 месяца была на марафоне. Ну, у меня же канал о моей жизни, обо мне, о моей семье, да, мне все-таки на данный момент у меня происходит так, и я поэтому рассказываю, кому интересно, кому не интересно. Не все же у меня интересно всем, действительно, да? Так, я добилась того, чего я хотела. Сейчас мы посолим. Адыгейской солью я посолю зажарку мою. Ой, ой, ой. Шатаю я вас, да? Сейчас вот так вот. Так, я еще сегодня чайник не мыла, если что, со вчерашнего дня. Так что у меня сегодня не очень-то чисто. Так, посолили. Адыгейской солью. Теперь поперчим. Мне надо чесночный перец купить, что-то я давно его не покупаю. Поперчим. Так, красный перец я сюда, наверное, не буду добавлять. Или, может быть, чуть-чуть добавлю. И паприку добавлю. Потому что это готовятся голубцы для, по-моему, для пожилого человека. Чуть-чуть, просто вот капельку острого. Мне все-таки кажется, что какая-то остриночка должна быть. Так, сюда томатную пасту нельзя, поэтому я добавлю паприку. Но паприку надо будет еще добавить, это и мало. Так, голубцы я не обжариваю. Кто-то обжаривает голубцы. Я их просто тушу вот именно на такой подложке. Кто-то сметанку добавляет, кто как, но я никогда сметану не добавляю. Так, все, теперь я газ убавила, пускай понемножечку так стоит, да? И все это чайник скоро закипит, кипяточек будет. Так, как поставлю, нет, мне придется, наверное, за морковкой сходить все-таки для супчика. Так, дальше. Так, оказывается, у меня телефон почему-то выбило. Не было зарядки, может быть, поэтому как-то. Короче, я сюда добавила чайную ложку соли, черный перец, лук 300 грамм, как вы видели, и этот рис. И фарш холодный, поэтому хочу в перчатки. И все. Фарш наш будет готов. Капуста наша тоже готова. Зажарка, как видели, тоже готова. И о правильном питании я дальше продолжу, пока буду мешать. Так, значит, как я сказала, я уже ровно неделю без марафона, без сопровождения, без кого-то, без ничего. Причем без такой вот прям жесткой диеты или правильного питания, не знаю даже как назвать. Да, я придерживаюсь каких-то вот как бы... Ну, не ем белый хлеб, не ем сахар. А так, можно сказать, практически уже вернулась к обычному образу жизни. Но опять-таки это будет неправда. После 7, по крайней мере, вообще ничего не ем. Могу просто выпить чай не сладкий, могу немножко водички, потому что я ложусь очень поздно спать. Вот самое главное, это не есть на ночь. И я придерживаюсь того, что не ем на ночь ничего мучного, ничего, такого, что углеводов, короче говоря, не ем, что может прибавить вес. И сегодня, получается, уже 2-я неделя, как я, ровно неделя сегодня, да, вот последняя у меня было это в сопровождении взвешивания. Сегодня просто ради интереса взвесилась, даже в таком темпе, где я нарушаю, где я что-то ем, что не дозволено было на моем правильном питании, все равно скинула 700 грамм. Получается, я сейчас в весе 68-100. Но скажу вам, я не хочу дальше худеть, не хочу. Мне бы просто не прибавлять, но, видимо, все равно я как-то придерживаюсь, что у меня дефицит калорий. Я боюсь все-таки зажоров, боюсь, что вес прибавится.
Поэтому не хочу. Но и худеть больше не хочу. Хватит для меня. Более-менее я довольна и результатами, и состоянием. Я не голодаю, я неплохо себя чувствую, нормально, никакой слабости, ничего нет. Я это говорю, потому что некоторые девочки ко мне и в личку прислали, приходили, говорили, и так пишут. Так что вот как-то так у нас сегодня, друзья, у меня на сегодняшний день и про правильное питание. И стараюсь все-таки для себя немножко готовить как по-правильному. Или делать так, чтобы и для своей семьи было, и для меня было одновременно одинаково правильно. Так даже бывает легче. Что-то я не поняла. Вроде бы я записывала, снимала, разговаривала с вами. Оказывается, у меня телефон не снимает. Не знаю почему. Видите, сняла перчатки, чтобы... Но эти уже не одеть. Чтобы посмотреть, что с телефоном. Так, значит, что я начала? Я много чего наговорила, пока лепила вот это вот все и снимала. Представляете? Но придется... Так, зажарка пережаривается уже. Придется уже по новой снимать. Так, все. Значит, я взвешиваю. У меня получается 75 грамм фарша уходит на один. Вот так вот взвешиваю. Специально для... Так, нет. Надо обнулить. Все. Вот 75 грамм на один голубец. Если капуста большая, лист большой, я отрезаю снизу. Если нет, то заворачиваю. Вот так вот. Представляете, я, наверное, 2-3 минуты снимала, разговаривала с вами, а телефон мой не снимал. Я не знаю, почему он у меня. Зарядка, правда, зарядки мало, но почему-то ее выкидывает. Так. У меня 20 штук всего голубцов нужно сделать. Но рассчитывать надо по весу. Я 20 сделаю и посмотрю, сколько получилось. Потому что продаем мы по килограмму. В сыром виде по одной цене, а в готовом виде уже чуть-чуть по другой цене. Видите, капуста очень жесткая капуста. Вот эти вот я иногда обрезаю. Обрезанные, вот я тоже говорила, пока лепила, обрезки, вот это все я не выкидываю. И оставшийся качан. Недавно был у меня заказ большой, который, помните, там у меня 3, по-моему, качана даже остались, с которых уже листиков не снимешь. Я его нашинковала хорошенечко, обжарила, потушила с морковкой, с луком, как мы обычно капусту тушим. И прекрасно пирожки получились. И так мы ели. Просто с хлебушком поели. И на гарнир даже сегодня утром яичницу пожарила. И на гарнир сделала тоже капусту. И себе, и маме, и мальчикам. Мама вообще, она была очень хорошо протушена. Довольная была, она любит капусту. Она и голубцы очень любит. Перцы не очень, а вот голубцы любит. Даже у меня обычно раньше, когда дети были помладше, маленькие когда были, они капусту не ели, только фарш. Так она не выкидывай капусту, я ее потом буду есть. Так, нож уронила. Гости у меня будут, да? Так. Потом подберу, сейчас не буду. Так, 10-13 уже, да, сделано? Так, здесь тоже. Грубая, очень грубая капуста, я не знаю. На рынке нет такой мягкой капусты. Но зимой не будет, конечно. Она почти вся такая для засолки капуста.
Так, ну вот, друзья, все. Голубцы наши готовы. Сейчас я посмотрю, сколько здесь сюда поместится в сковороду. Я сняла зажарку, чтобы сверху еще немножко вот сверху, чтобы немножко положить. И теперь будем укладывать наши голубцы. Интересно, это у меня самая большая сковорода или нет? Всегда забываю. Так, это одна маленькая лишняя. Ну ничего, эти сверху положу, они пропарятся все равно. Так, посолить мы уже солили. Значит, сверху вот так вот тоже уложим. И нальем кипятка. Все. Так, и теперь пока на сильный газ, как закипит, убавлю. У меня нет крышки на этой сковороде. И я, наверное, попробую фольгой ее закрыть. Ну, минут 30, наверное, не больше, потому что и рис у нас почти готовый, капуста хорошо пробланширована, только фаршу приготовится. Вот. Все. Ставлю телефон на зарядку. Так, мои дорогие голубцы, у нас почти готовы. Сейчас я немножко чесночка добавлю для аромата. И лавровый листик. Я, видимо, нечаянно выключила газ, да? Смотрю, почему-то кипение завершено. Так, лавровый. И надо включить газ. Ну, они почти готовы, минуты еще 5 и все. Так, ну и вот, друзья,
заказ мой готов. Все. Запах специфический, как когда-то Райкин говорил. Теперь будем укладывать. Все, выключила. Так, ну вот. Так. Это лишний. Так, значит, у меня получилось 3 килограмма их до тушения. 20 штук голубцов получилось 3 килограмма. Так, 6, 7, 8, 10. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Ну и все. Заказ готов. Такси тоже уже готово приехало. Все, заказ отправлен. Вот так вот, друзья.